самое главное. Сними вот это. Снимай. Нет, конечно. Так, ну что, доброе время, дорогие друзья. Кто пришел сегодня, вчера не было вас, да? А сегодня пришли. Поднимите, пожалуйста, руки. Так, есть несколько новых человек, это тоже очень хорошо. Ну, вот этот тренинг будет продолжением вчерашнего разговора нашего. Вчера мы познакомились с чем? Мы познакомились с бизнес-возможностью, так? Где есть очень хорошие продукты, которые нужны практически всем людям, и есть очень хорошие деньги. Условия какие у вас? Так, там нормально видно? Первое, есть продукт. Какой это мощный продукт, мы вчера это все поняли. Выходили люди, делились результатами. Просто у некоторых просто ошеломительные результаты. Почему это так работает, мы все вчера с вами разобрали. Есть маркетинг-план, то есть у которого, где есть очень много денег. Вчера кто был в академии? Вот ночью была академия, но кто был? Поднимите, пожалуйста, руки. Ну, всего несколько человек. Вчера произошел сбой, но сегодня я вот дослушала, утром встала и дослушала. А сегодня кто с утра послушал архив? Но немного. Вот, друзья, если вы вчера были, да, и поняли, как работает академия, вы еще действий не предприняли, получается, да? Вчера мы там разбирали, как меняет академия наши установки, если мы хотим быть успешными в этой жизни и в быстрый, короткий срок. Наша задача что? Посещать академию. Мы это помним? Да. Помним. Но действия вы не сделали. Да? Да. Угу. А вам интересно узнать вообще, в чем причина этого? Все знаю, но что-то не делаю. Интересно. Интересно узнать? Да. Вот смотрите, что такое знание, что такое мудрость? Знание – это когда вы все знаете. Человек говорит, ну я все знаю. Надо ходить в академию, я знаю. Но не делаю. Вы когда начинаете применять полученные знания, это называется мудрость. Мудрый человек – это тот, кто применяет полученные знания в своей жизни на практике. Вот тогда происходит качественное изменение в вашей жизни. Это я сама проходила, это я прохожу сейчас, в настоящее время, причем достаточно форсировано, потому что знаний накоплено огромное количество, но вот до этапа применения, конечно, много чего я прошла, но некоторые моменты, они никак не доходили. Когда появился в моей жизни наставник Андрей Ахтырович Шауров, все эти знания накопленные, и плюс знания моего наставника, они начали работать на меня. Почему? Потому что я начала что делать? Их применять в своей жизни. Я знала, что зарядку надо делать. Вы все же знаете, что зарядку надо делать. Но что-то не делается, да? Вы когда начинаете, ну, например, я как делала, неделю поделаю, месяц поделаю, потом бросаю. Было такое? Но когда ты уже в системе, когда у тебя есть наставник, есть перед ним ответственность. Потому что ты сказал себе, и ты сказал наставнику, что я теперь буду слушаться кого? Тебя, мой наставник. И именно благодаря вот такому определенному обязательству, благодаря тому, что у наставника есть определенные знания, на тебя же воздействуют, ты начинаешь это делать. То есть наступает так называемый этап, что мудрость в определенных отношениях, в определенных областях вашей жизни. Поэтому давайте будем с вами мудреть. Вы согласны? Да. То есть мудреть это значит что делать? Действовать. Применять полученные знания где? На практике. Сегодня вы получите много знаний. Вы сегодня получите многие разные техники. Получите знания о деньгах, вообще, что такое деньги, как они работают, почему у меня их так мало, или почему у меня там определенный доход в определенный период моей жизни, почему-то не увеличивается и все. Есть такое же, да? Да.
Поэтому вот эти почемучки, вы, некоторые ответы вы найдете. Ответы находить-то находим, но применяем очень плохо. Поэтому в жизни изменений не бывает сильно много. Если вы оглянетесь на свои 5 лет прожитых в жизни, даже 10 лет, у вас один и тот же уровень жизни примерно будет. Доход немножечко увеличился. В связи с тем, что цены дорожают, потребительская корзина вырастает, в связи с этим увеличилась, а не только из-за ваших собственных усилий. Поэтому причина-то она в нас. Почему причина в нас? Вот посмотрите вот на эту схему. Есть продукт, есть маркетинг-план, где деньги есть. Вчера мой наставник озвучил свой доход за 14 дней акционных, ноябрьских, и сказал, $200 000. Это 14 миллионов рублей он заработал за 14 дней. Хорошие деньги. Очень хороший. Кто-то, вот по-разному уже заработали, да? Хотя деньги-то есть, продукт есть, маркетинг-план есть, есть система, о которой вчера мы говорили. Система продвижения бизнеса. Все это есть, друзья. Это же есть. А что, нет у нас денег? От кого зависит? От нас. Только от нас. Но когда мы говорим, что все зависит от нас, от меня, кто как понимает? В первую очередь люди понимают следующим образом. Я не делаю действий. Да? Я не делаю то, что требуется. Есть у вас такое? То есть первое – это действие. Действие. Что-то не делается. Хочу делать, но почему-то делаю совершенно другое. То есть я делаю что-то привычное. Я не могу делать действия, которые мне непривычны. Потому что туда, когда что-то делаешь непривычное, больше энергии тратится. Вот энергию надо выложить. Это значит применить какой ресурс, как мы называем его? Волю, да? Волевой ресурс. Себя за шкирку поднять и заставить. Но каждый раз, когда вы так делаете, волевой ресурс что делает? Исчерпывается, и в конце концов мы говорим, нафиг это надо. Или вообще уходим в депрессняк, то есть энергия вообще убегает вниз, и мы говорим, а может это мне и не надо сейчас. У меня есть дела поважнее, у меня есть другие приоритеты сейчас, и обязательно в жизни что-нибудь случается такое, куда уходит все внимание, вся энергия. Теперь, вы же вчера помните схемку, да? Действия-то откуда образовались-то? Действия дают результат. Давайте эту схему еще раз начертим, потому что эта схема у вас должна запечатлеться. И она должна стать такой основой вашей жизни. Когда внутри сядет знание о том, что вы творите мир изнутри, я творю мир изнутри. Вот это должно сесть, не знаю как. На это у человека уходит от года до нескольких лет, если он над этим работает. Даже если, может быть, быстро, потому что вы к этому уже подошли и пришли сюда, и наконец-то вот картинка вот сомкнется. Если это так, друзья мои, то я вас поздравляю, потому что у вас начнутся очень удивительные изменения в вашей жизни. Если вы четко внутри посадите такой постулат. Что такое постулат? Убеждение. Или аксиома. Правило. То есть истина или нечто, которое что? Непоколебимое что-то. То есть оно не может быть трактовано по-другому. Да. Вот это когда вот сядет, все, начинаются чудесные изменения, потому что вы ушли на 3-й уровень развития своего сознания. На самом деле, авторы, тренеры различают много уровней сознания. Но у меня классификация, мне очень нравится классификация Вишена Лакьяни. Это очень известный тренер. Вишен Лакьяни, можете его найти, загуглить.
Недавно я купила курс. Здесь со мной некоторые тоже это покупали. Я надеюсь, вы его слушаете. Но время будет, я вам покажу вот эту классификацию. Вы сможете определить, где же я нахожусь. И стремиться-то надо куда? Да, более высоким уровнем сознания. Теперь смотрите. Помните, да? У нас есть в жизни какой-то результат. Ну, мы вчера написали, сколько тысяч рублей. 30 тысяч рублей, да? Так, результат бывает откуда? От действий. Вот это вот учите давайте. А действие бывает откуда? Из состояния, молодцы. А состояние это что такое? Мысли. Дальше. Чувства, эмоции или эмоции, чувства, разницы нет. Но между эмоциями и чувствами есть разница, но, короче, у каждого психолога своя классификация. Я не буду вот туда углубляться. Мы просто это будем объединять одно понятие, которое называется внутреннее состояние. Но даже я тут могу написать внутреннее. Угу. Но мы поняли, что мысли-то откуда-то же возникают. Мы же о чем-то думаем, исходя из чего-то. Это установки и убеждения, модели поведения, привычки. Вот это все объединяется вот в это. И вот эти все установки, они сидят-то где? В голове. Сознание наше. Подсознание. В голове у нас много чего есть. Подсознание. Есть сознание, то есть то, что мы осознаем. Ага. Есть бессознательное, то есть то, что мы не осознаем. То, что когда-то село, как убеждение в детстве, например. Но убеждения садятся в наше подсознание под действием эмоций. Вот что-то вы такое почувствовали? Ну, например, очень сильно девушка страдала, когда ее бросил парень. Ну, в молодости или вообще в подростковом возрасте. Куча таких приходит людей, которые говорят, ну вот я не могу отношения наладить со своей второй половиной, или вообще не могу выйти замуж, я одинокая. Ну, вот таких же много людей. А потом начинаешь искать причину, а получается, что в детстве, в 7 классе где-нибудь, дружили с парнем, парень, сказал, ты мне не нравишься, или что-то такое. И девочка очень-очень сильно что делала? Страдала. Это эмоции очень сильные. И внутри такое убеждение сложилось. Какое может убеждение сложиться в таком возрасте? Ну как? Как оно звучит? Все мужчины? Сволочи. Кто-то с удовольствием это произнес. Значит, было дело. Все козлы, короче говоря. То есть, смотрите, вот такое убеждение сложилось, оно забылось, оно ушло куда? Глубоко в подсознание. И даже если ты работаешь над собой, говоришь, все мужчины нормальные, я встречу обязательно нормального мужчину, у меня будет там хорошая семья и так далее, но эта штука, она где? Сидит и работает. И когда ты начинаешь завязывать отношения с мужчиной, мы начинаем видеть в нем вот эту сволочность. Больше внимания мы уделяем на что? На то, что он какой-то не такой, какой-то плохой. У меня есть отдельно мастер-класс мужчин и женщин, путь парного самосовершенствования. Вот когда-нибудь, если в следующий раз я могу отдельно такой класс сделать. Потому что отношения влияют же на все области жизни. И даже на ваши деньги. Поэтому, что такое убеждение, примерно понятно, да? Например, по деньгам какие убеждения бывают. Очень страшные убеждения бывают. Глядя иногда на некоторых, особенно молодых парней, 30-40 лет, которых такие амбиции, да? Они говорят, я, стану миллионером долларовым. Мне надо много денег. Я должен обеспечить семью. Вот это все он понимает. Но когда-то глубоко в детстве родители отозвались очень нелестно о деньгах или о богатых людях. Ну, например, кто-то купил хорошую дорогую машину из знакомых.
Вот ваши родители так делали, вот вспомните, вот кто-то что-то сделал, дом построил, купил, вот так радовались от души прям. Ой, они какие молодцы, а вот так надо, да? Это было редко. Это было как обычно? Откуда они деньги взяли? Откуда они деньги взяли? Как они это сделали? И вообще, наверное, в кредит это сделали. Своровали и так далее. И вот тогда у ребенка складывается очень четкое убеждение. Деньги это что? Плохо. И теперь посмотрите, вот как деньги это хорошо, он же понимает, что он должен на деньги прожить, обеспечить семью, там, развиваться и так далее. А тут внутри сидит что? Деньги это гадость. Нельзя иметь деньги. Возникает противоречие. И вот взаимоисключающие такие убеждения у нас, сознательные и бессознательные, они приводят к провалу в жизни. И когда смотришь молодых ребят, которые бьются прямо, ну вот натурально бьются, конечно, мне бывает очень жаль. Вот взять бы, а человек не понимает, что можно идти к кому-то и попросить помощи, сказать, я бьюсь, что-то у меня ничего не получается, ты помоги мне. Или прийти хотя бы на такой тренинг. И понять, оказывается, вон какие могут быть причины, и самостоятельно проработать. Я вам буду сейчас говорить техники в конце, во второй половине, как прорабатываются убеждения. Это самые простые техники. Обычно 10% людей, которые меня слушают, они это делают. У этих людей, у них очень сильно меняется жизнь. Когда начинают принимать даже самые простые техники, которые я говорю. Техники мои, они все пропущены через меня и через моих клиентов. Я вот такое что-нибудь, которое не применяла, я не говорю никогда. И я этот опыт сама прошла. Опыт прошли мои клиенты. Есть девчонки, которые, особенно девушки, они увеличили серьезно доход. Там много результатов очень интересных. Так, ну теперь убеждения, установки ясны, да? Что такое? И каждое убеждение имеет такую формулу. Если то по деньгам, если. Вот первая часть будет особенно по деньгам. Ну, например, я всегда рассказываю историю своей сестры. Сестра моя зарабатывает где-то 50 тысяч в месяц. Она зарабатывает фотографом. То есть, кто такой фотограф? Фотограф – это человек, который находит заказ, его исполняет, получает деньги, эти деньги тратит, находит другой заказ и вот так. То есть, это называется, жить с колес. Заработала, потратила, заработала, потратила. И никогда крупные суммы не было в руках. И вот она получает где-то 86 тысяч, по-моему, как я помню, от мужа, который на вахту уехал и заработал деньги. И представьте себе, она говорит, я 3 дня не могла спать. А почему? Что делать с этими деньгами? Что делать? Куда тратить? Долгов много. Как что погасить в первую очередь? То есть испытывала состояние, которое называется беспокойство. И вот она обнаруживает, что когда в кошельке осталось несколько тысяч, она сказала себе, как мне спокойно, как мне хорошо. Понятно, да? Вы так можете отследить, когда, если вы осознанны. А если вы неосознанны, вы это даже и не заметите. Ну, спокойно, да спокойно, плохо, да плохо. Ну, что, прошло, да прошло, и вот на этом уровне. Еще одна девушка, которая у меня в нашей группе, мы поехали с ней в Читу. Как раз у нее пришел заказ большой, капсулы, и она начала их продавать. Как раз такой дефицит был, пора такого. В Чите мы только начали, там много людей пришло, но у них не было этих капсул. Все хотели купить. Тут она сидит на втором ряду, я перед началом говорю, кому нужны капсулы, вот подходите к этой девушке, говорю, Света, вставай, покажись. Она в зале встает, у меня будете брать и садиться. И тут подбегает толпа и начинает деньги давать. И причем они дают почему-то все 5000-ми. По 30-40 штук брали. И она вот эти деньги, смотрю, она сидит пунцовая прям вся. И все тело дрожит. И я понимаю, что пошла реакция подсознания на деньги.
Потом она говорит, а девушка тоже развивается. Она говорит, потом уже в конце она говорит, Жагомашена, я поняла. И как хорошо, что я с вами приехала, я поняла, я, оказывается, боюсь денег. Потому что я увидела в теле эту реакцию страшную прямо, такую дрожь. И тут я все в руки взяла, сказала, оказывается, я боюсь денег. То есть, когда у вас вы испытываете какой-либо страх, надо его признать, да? Я боюсь. Чего боюсь? Того-то, того-то, того. Как только вы признали эту эмоцию страха, тогда она что делает? Ослабевает. Она вообще отпускает, на самом деле. И она говорит, я это поняла, признала, и меня отпустила. И как хорошо, что я приехала и обнаружила вот этот свой страх. Понятно, да? То есть, если у меня есть деньги, то мне страшно. Если у меня есть деньги, то это плохо. И так далее. Там куча разных убеждений по поводу денег у нас лежит. Как их обнаружить, это будет во второй части. Вы будете сами обнаруживать свои эти затыки и будете с ними работать. И я дам такие техники, которые я в самом начале своего пути, когда я поняла, что все мои долги, они образуются у меня внутри, и чтобы как-то убрать эти долги, я не должна больше работать и больше зарабатывать, а просто что? Переделать у себя внутри систему убеждений и установок. Но для этого надо было что сделать? Их найти и понять, почему эти долги, откуда они появляются. Но об этом тоже мы с вами будем говорить. Но вот эта схема ясна. Теперь наш разговор будет в чем заключаться? В итоге из этой схемы мы что будем смотреть? Менять состояние. Потому что, смотрите, когда у вас, вот вчера мы говорили, что надо ходить в академию каждый день. Угу. Почему надо ходить в академию каждый день? Потому что академия меняет что? Вот это. Мышление это и есть убеждение, установки. Мышление это и есть ваше внутреннее состояние. И вот когда меняется убеждение, установки у человека, каждым днем посещая академию, не говоря, что это одно и то же и так далее. Одно и то же вы будете слышать, если вы не меняетесь. Если вы над собой работаете, будете применять те техники, вы каждый раз, те техники, которые я буду говорить, те техники, которые предлагает Академия, те действия, которые предлагает Академия, даже если вы будете делать, вы будете понимать, что каждый раз вы слышите новое. Значит, кто меняется? Мы. Вы сами меняете. И когда человек меняется, он... Вот вы же пробовали книгу читать несколько раз. Вот через год прочитали книгу, и вы поняли, что там вы вообще ничего не поняли. Было такое? Было. А кто меняется? Это же не просто память, а меняется сам человек, его установка со временем меняется. Но теперь смотрите, что мы получаем? Если убеждения установки меняются, то значит меняется что? Внутреннее состояние. Внутреннее состояние поменялось, вы делаете уже другие действия. А когда другие действия, будет другой результат. Вот вся мысль. И поэтому сегодня мы будем разбираться с чем? Вот с этим и вот с этим. Почему? Потому что от этого все зависит. Почему не делается, почему убегается? Ну, такой пример. Когда я еще работала в МВ, мы ездили по районам, проводили большие обучающие семинары. И едем рабочие встречи проводить, тоже она 4-часовая такая рабочая встреча. Едем в Кижингу, у нас там есть районный центр. И девушка, которая рядом со мной поехала, она звонит тете своей. И говорит: тетя, вы же придете сегодня в 12 часов, будет там встреча и так далее. Тетя говорит: ну, конечно, приду. 2 часа проходит, мы подъезжаем к Кижинге, она звонит: тетя, мы уже заехали, сейчас будем в ДК, вы где? И эта тетя, знаете, что говорит? Я начала мыть полы. И, наверное, я не приду. Что случилось? Давайте разберемся. Вот она же знала, что пойдет. Полы могли подождать? Конечно, могли. А что не подождали-то? Ну, изначально, видимо, не хотела идти. Отговорка. Она хотела идти. Вот на уровне отговорок, оправданий можно так объяснить.
А на уровне вот этой схемы что можно объяснить? Как можно объяснить? Уже глубже это получается с точки зрения науки. Подсознание уже не удивление. То есть какая-то установка и убеждение. То есть подсознание, наша основная задача подсознания, чтобы Мария, вас сохранить в том же виде, в каком вы сейчас есть. Почему? Для безопасности. Садись. Для безопасности. Человек подсознание ваше не хочет, чтобы вы менялись. А почему он не хочет, чтобы вы менялись? Вы вот этими традиционными словами давайте не будем. Думайте. У вас всегда есть готовый шаблон. Это вот так вот сказали, да? А вы подумайте поглубже вот по этой схеме. Это будет продуктивное мышление очень. Заставят Какой-то купить. страх поменяться. Да, какой-то страх меняться. Меняться подсознание не хочет. Оно думает как? Вот ты такой, вот живешь же, да, нормально живешь, не сдохла от голода, не выживание свое обеспечиваешь. То есть основное количество людей, вот 90% людей живут на уровне выживания, чтобы не умереть, Да, голода. чтобы от холода не умереть, особенно в Якутии, чтобы нужна теплая одежда, да? Она же у вас есть? Да. Есть. Чтобы с голоду не умереть. Все же есть. Запас надо сделать. Запасы какие-то там, не знаю, еда Заранее считается, мясо купить стоит. надо. И на самом деле, чтобы пешком не ходить, кое-какая машина есть, квартира есть, то есть все обеспечивается только на уровне выживания. То есть подсознание работает как? Вот выживаешь и нормально. Больше не надо. Больше это страшно, больше это неведомо. Мы-то хотим, что больше, правда хотите больше? Больше денег, еще чего хотите? Красивых вещей. Красивых вещей хотим, хорошо, красиво одеваться, ездить, путешествовать, чтобы была квартира где-нибудь там на Тенерифе, домик такой. Приехала и там, представляете, на Тенерифе 25 градусов круглый год. Океан. И рядом еще, пустыня, океан, там они как-то вот какой-то такой микроклимат создают. И вот там вот очень классный климат. Кто захотел туда? Когда мне сказали, что 25 градусов круглый год, это классно, да? Не жарко? Так, теперь смотрите. Сегодня, значит, будем разговаривать, о чем говорим? Вот о внутреннем нашем состоянии, как его менять. И вот я хочу донести до вас мысль. Подсознание ваше сильно будет сопротивляться. Вот вы же приглашали сюда людей на сегодня. Что-то не пришли, да? Они придумали очень много причин. Каких причин? Мне некогда, я буду что-то делать другое. Мне нужно туда, или у кого-то голова заболела, или у кого-то живот закрутился. В воскресенье нужно отдыхать. В воскресенье нужно отдыхать. Есть такая установка. Если в воскресенье, то я ни хера не делаю. Кому-то надо в Датсан на молебен. В Датсан пойду и так далее, и так далее. Очень большая часть из этих причин, которых они названы, они просто стремятся сохранить человека в том виде, в каком он все. Лишь бы он не менялся. И есть такое понятие лень. Сразу давайте разберем. Вот что такое лень? Мне лень, говорят, да? Мне лень что-либо сделать. Лень — это тоже страх изменений, на самом деле. Я боюсь меняться, поэтому мне подсознание говорит: все, ничего не делай, лежи. Есть такая притча о собаке, знаете, да, если лежит на гвозде собака и скулит. Лежит на гвозде и скулит, но не встает. А скажите, почему? А почему она не встает? Страшно встать. Или еще больнее. Страшно встать, еще она думает, как еще больнее будет, еще. А почему? Лень. Еще. Привычка, наверное. Боится, что хуже станет. Еще. Станет кровь пойдет. Привычка у собаки держать. Она не знает, что кровь пойдет. А теперь представьте себе, вам не очень комфортно жить, например, да? С таким доходом, с которым есть, вы недовольны.
Или отношения у вас не очень. Ой. Все время что-то там... вот очень многие пары семейные живут в состоянии борьбы всю жизнь. Я тебя круче. Или живут в каком состоянии? Я тебя изменю. Ты меня поменяешь. Я тебя сделаю. Или воспитаю, или как хотите вообще. Я жила 25 лет в таком состоянии. А когда поняла, это дурдом полный. Я об этом тоже расскажу. Как это получилось, что совершенно другие отношения сейчас. И вот такими отношениями мы живем, нам больно, но мы терпим. Да? А когда начинает человек меняться? Вот собака лежит, да лежит на гвозде. И скулит, больно ей, скулит. И точно так же человек, больно ему, и скулит. Ну, вот себе жалует, себе жалеет, говорит, ну, короче, Не повезло. не очень мне повезло с мужем, надо было давно развестись. Не надо было вообще выходить за него. Вот, или еще, да, вот думаю. А на самом деле каждый стоит своей половины. Вы это заслужили. Это кармическое. Все браки, они кармические. Знаете, да? То есть этот человек вот предназначен, вы с ним должны пройти уроки. Пока ты их не прошел, ты бьешься с ним. Прошел, все. Или отношения очень хорошо прекращаются, или переходят на следующий уровень. Это называется синергетический брак. Синергетический брак – это когда совершенно другой уровень взаимоотношений, совершенно другой уровень действия, совершенно другой уровень развития у обоих супругов. Когда это есть, это брак совсем другого порядка. К этому надо стремиться. Ну давайте, что скулим-то? Мы лежим, больно, но лежим. Человек болеет, да, например, что-то болеет, ну, болит что-то, беспокоит, коленка, например. Ну так, болит-то ходим. Ну, можно ходить, ходим. Можно терпеть. До какой степени вы будете терпеть? До тех пор, пока не упадет. Пока гром не Когда грянет. будет операции не сильно делаем. больно. Поняли мысль? Мы терпим до тех пор, страдаем, получается, до тех пор, пока совсем совсем больно не станет. Когда уже терпеть не получится. И тогда мы идем вот с коленки, пошли к врачу или что-нибудь начали делать, мазать там, не знаю. Поняли идею? То есть, смотрите, человек просыпается тогда, когда ему плохо. Вы согласны с этим? Да. А пока ему не совсем плохо, он терпит, ходит. И так он может всю жизнь прожить. Болевой порог у всех разный. На некоторых смотришь, думаешь, как это терпеть можно вообще? Но терпит же. А кто-то болевой порог достаточно низкий, он сразу что делает? Так, надо тут что-то предпринять, мне надо что-то понять. Вот этот уровень, когда ты уже не доводишь себя до боли сильной, это называется состояние осознанности. Вот к этому мы все будем стремиться. Что такое осознанность? Как ее тренировать, я тоже скажу попозже. Понятно, да? И тогда у вас не будет в жизни вот таких вот, ну, говорят же, черно-белая полоса, вот это все, да? Этого не будет. Будет, ну, не черная-белая полоса, но будет какие-то вещи, да, вы сразу будете понимать, что-то делать и выходить отсюда. Об этом я тоже попутно скажу. Понятно, да? То есть не надо терпеть эту боль. Вместо той собаки, которая лежит и скулит, можно что сделать-то? Кстати, уйти. Но мы же так не делаем. Больно ходим. Муж задолбал или жена задолбала, ходим. Так, все, вот эта схема понятна, да? Будем работать над этим. Теперь, основной постулат, который будет, на котором основан вот этот тренинг, он звучит следующим образом. Давайте. Так, ну все, если видите или не видите.
Итак, вот это же Так, первый постулат это какой? Смотрите внимательно. В системе развития мы же понимаем, что вот вы пришли, знаете почему? Вы хотите развиваться. Да? И чтобы развиваться, нам надо понимать какие-то моменты. Ага. И вот самый главный первый момент, который надо понять. В системе развития есть только я. Понятно? То есть третьих лиц там нет. Я, когда людям объясняю, обычно на индивидуальных консультациях, человек приходит из-за чего на индивидуальную консультацию? Как вы думаете? Его там гвоздь, она скулит или еще? Или уже очень больно? Там уже нарыв. Я уже не могу терпеть, когда люди приходят. Помоги разобраться. Теперь смотри. И причем вот это событие, которое как будто бы негативное событие, оно потом послужило чем? Толчком. Очень серьезным толчком для развития человека. Понимаете? Поэтому смысл-то в чем? Вот, негатив, позитив, вот это. В моем мире нет дуальности. Вот все должны прийти вот к этому. Тогда будет совершенно другое мировосприятие. Что значит нет дуальности? Давайте разберемся, потом перейдем сюда. В моем мире нет дуальности. Вот вы себе напишите, в моем мире нет дуальности. Что такое дуальность? Двойственность. Ну, двойственность, ну что это, как пример приведите? Противоположно. Да, ну как это? Нет худа без добра. Нет хорошего, нет плохого. Нет ни хорошего, ни плохого. Обратная сторона медали. Есть только вот это событие. Понимаете, да? Само собой. Оно не может быть плохим, потому что в каждом плохом как будто бы событии есть очень мощный урок. Я почему сейчас говорю, я благодарю свои долги, и я благодарю то состояние, в котором я жила во время, когда была должна вот так. Я страдала, действительно очень страдала. И жила вот как та собака. Скулила, но жила. И лежала там. Понимаете, да? Угу. Поэтому смотрите. Когда не будет дуальности, когда не будете воспринимать события, ой, как это все стрёмно, плохо и так далее, да? А будете воспринимать, если не понравилось событие, скажете, чему меня учит это событие. И быстренько взяли урок. Вот многие жалуются, там, например, ой, да почему, да как, да и так далее, да? И в итоге получается такая картина. Все жалуются, а я всегда им говорю, ты, пожалуйста, вытащи урок. Если вы урок не вытащили, да, из какого-либо события, это событие будет повторяться все время. Вот у вас есть в жизни события негативные, которые все время повторяются. Есть? Да. Есть, конечно. А почему они повторяются, как вы думаете? Не приняли их. Ну как это не Урок принять? не... вывод Ну, не сейчас сделали. будем тоже разбирать, что значит принимать. Красиво говорить, ты говорим, я не приняла, наверное. А как это принять, что должны вы почувствовать в этот момент принятия? Благодарность. Вот очень часто говорят, принять и отпустить. Но ты не сможешь это рассказать. Как это принять и отпустить? Чтобы понял другой человек. Это очень сложно. А я вам расскажу техниками. Вот когда мы разберем техники, что такое принятие на самом деле, и что такое отпускание, вот тогда вы поймете, что я так сама поняла. И очень многие люди, благодаря этому, они начинают понимать, что такое принять и что такое отпустить. И даже есть сериал, да? Что там? Был сериал когда-то психологический. Принять и отпустить или что-то такое. Понять, простить. Поэтому, так, дуальность вы поняли, да, что на самом деле нет ни хорошего, ни плохого. Есть определенные события, которые несут нам урок. Понятно, да? Теперь возвращаемся вот к этому постулату. Значит, в системе развития нет третьих лиц. Это значит, что вы живете не в режиме жертвы, а в режиме Творца.
Что это такое? Давайте разбираться. Смотрите, когда мы говорим мужу, если бы ты больше зарабатывал, мы бы жили хорошо. Есть такое? Если бы дети у меня были хорошие, послушные, примерные, мне бы было хорошо. Я бы была бы спокойна. Есть такое? Есть. То есть мы ответственность кому отдали, выходит? Детям. Детям, мужу. Или говорят, ну были бы классные у меня партнеры, у меня бы бизнес Попер. попер. Если бы все пришли на Или бизнес. говорят, если бы они сделали тогда во время акции хорошо заказы, я бы закрыла ранг. Мне немножко не хватило до какого-то ранга. Мы ответственность кому передаем? На партнеров. На партнеров. На других людей. Теперь смотрите, ответственность равно сила. Вы силу куда отдали? Людям. И другим людям отдали. И вот почему, кто живет в жертве, они ничего не добиваются. Все богатые люди, все успешные люди, все люди, на которых мы смотрим и восхищаемся, у них самое главное качество. Они поняли, что в системе развития есть только я. Остальные, я всегда говорю, остальные это ваши зеркала. Что значит зеркало? Мы в других людях видим негативное, и нам кажется, ну как так можно? Ну смотри-ка, что делает. Мы начинаем так возмущаться. Да. Как только вот такое возникает, вы должны понять следующее. Это есть во мне, и я в себе это не хочу видеть. Это твоя тень называется. Психологи его называют теневая сторона. Вот это второй этап уровня развития сознания, когда вы начинаете через других людей видеть кого? Себя и работать вот с этим. Это и есть самая базовая работа, которая приведет к другим уровням сознания. И вот если этого пока у вас нету, вот этой, технику я в конце, да? Как это работает? Моя жизнь начала меняться именно тогда, когда я именно вот это поняла. Ну, первое, кто бесит-то? Муж. А кто больше-то? Самые же близкие люди же. Там дети, Да. там близкая подруга, коллеги. Есть такое? Есть. Бывает всегда одна коллега, которая вообще бесит. Вообще невыносимое. Вообще самое Это вообще противное. твое самое классное зеркало. Самый классный, нужный человек в твоей жизни в итоге. И каким образом, глядя на него, вы будете улучшаться и расширяться, и тогда у вас деньги появятся. Вот эту технику я в конце расскажу. Вот это поняли, первая мысль. В системе развития есть только я, остальные все Зеркала. зеркала. Мои зеркала, с помощью которых я буду что делать? Становиться Лучше. лучше. Что такое развиваться? Ну-ка мне скажите-ка, что значит развиваться? Мне многие же говорят, ну я же развиваюсь. Ну что вы под этим подразумеваете? Изменять Я себя. же самообучаюсь. Ну что вы под этим понимаете? Лучше становиться. Меняться должны. Но меняться можно по-разному. Но в лучшую сторону. Вот. Самая главная фраза, ключевая, которая звучит, когда мы говорим про развитие, это «я становлюсь лучше». Ну, поехали. В чем лучше? Характером. Ну, вы общими фразами говорите. Ну, характер, ладно. Да. Добрее Внутри становишься. характер. А в чем лучше? Отношение к людям. Это тоже такое Вообще, да? огромное понятие. Внимательность. Принять себя. Вот смотрите, начинайте мыслить конкретными категориями. Здоровье. Терпению говорят, да? Что значит терпеть? Опять терпеть. Я когда говорю, ко мне приходит очень много женщин, которые, я их называю терпила. Ты терпила. Она говорит, да, я терпила. Вот почему жизнь хреновая. Я вообще не обращать внимания. Терпение, это, можно понимать по-разному. Терпение в бизнесе надо? Надо. Надо уметь ждать. Надо уметь понимать, что все в свое время может случиться. И бывает именно так.
Невозможно ускорить события. Если вы ускорили события, потом обратно падает. Потому что вы сами не соответствуете. В акции деньги заработали? Да. А что-то сейчас нету их? Потому что акции. Потому что нет. А почему? Потому что, внешние условия так создались, вы их заработали деньги. Вам показала Вселенная, что ты можешь такой доход иметь. Потратили. Нет. Нет. А почему дальше ушло-то? Потому что ты сам не соответствуешь вот этому доходу. Это тебя не влезает. Эти деньги не просто тупо не влезают в тебя. А почему? Что это значит не влезает? Сейчас я на схемке покажу. Каждый ходит со своим сосудом на самом деле. С емкостью своей. Так, что значит развиваться? Становиться лучше, сказала Яна. Но теперь давайте говорить еще конкретнее. Понимать. Принимать себя. Это все общие фразы. Мне кажется, больше становиться лучше, становиться лучше, это больше любить и принимать себя. Это тоже общие фразы. Читать. Вот видите, теперь вы понимаете, да? Мы когда имеем в виду что-то, мы понимаем совершенно разное. Я понимаю, один раз я услышала это от Алекса Яновского, человека, который, очень серьезные тренинги проводит. Что значит развиваться? Я тоже не понимала. Я говорила, я хочу развиваться, я развиваюсь. А что под этим я подразумеваю, я не понимала. Это самая обычная вещь. Становиться добрее, Да. становиться честнее, становиться еще какой? Значит, прощаться. Здравствуйте. Причем здесь прощение, если я добро, это не значит прощать. Умение прощать это совершенно другое. Об этом тоже будем говорить. Начинать любить себя, да? А теперь понятие любить себя. Ну-ка меня расшифруйте. Делать себя такой, какая ты есть. Салтана говорит, делать зарядку. Правильно, если я люблю себя, я делаю зарядку. Если ты себя любишь, если ты не делаешь зарядку, ты ни хрена не любишь себя. Заботиться о себе. Но это о теле, да? О теле я, если забочусь, я хочу, чтобы оно было красивое, здоровое, правильное тело, да? Я буду стараться для этого. Это одна сторона любви к себе. Пришла ко мне очень богатая женщина на консультации и говорит, у нее там какие-то затыки были в отношениях с мужами, и она говорит, ну я же люблю себя. Я говорю, ну как, вы объясните мне, как вы это любите себя? Она говорит, ну как так, я сегодня утром, у меня голова болела, я пошла, массаж приняла. Я хожу там в парилку, в бассейн, но она действительно очень классно выглядит. Это значит для нее любить себя. Теперь смотрите. Про любовь к себе, когда будет принятие, мы там разберем, конечно. Смотрите. Любовь без принятия не бывает. Если вы говорите мужу, я тебя люблю, но при этом вы не принимаете определенные его затыки, вы не любите его. На самом деле вы его не любите. Вы любите потребительской любовью, это значит. Он что-то делает вам хорошо, и вы любите его. Вот и все. За что-то. За что-то. Когда мы за что-то любим, а не просто вот так вот любим, да? Это не любовь, это бизнес. Может, по-другому никак не скажешь. Поэтому, друзья, что значит развиваться? Это значит становиться лучше в качестве. Да? В каких-то качествах. Быть добрее, научиться просить прощения, научиться прощать, быть терпеливее. Но в плане чего? Понимания, что все совершается в свое время. Быть честнее. Потому что есть такое понятие, как весть изнутри. Что такое весть изнутри? Как она называется? Ну, что помогает быть честным? Совесть. Совесть. Это совместная весть, да? Весть изнутри. Вот есть же люди, которые обманывают. Например,
Всю Очень жизнь. часто Да, что-то природа. продают там, на рынках какие чудеса они творят. Что делают? Там какой-нибудь грузик, да, к лесам. Есть Да, такое? да. Или с работы что-то все время тащит, бензин. Там. Бумагу, Есть такое? скрепки. Бумаги, скрепки. И причем это как оправдывает себя. Как оправдывает себя. Да, да за такую зарплату, да? Да. Я еще и не то могу утащить. То есть, а совесть-то она все равно там сидит, говорит. И она Нельзя. говорит, ты воруешь. Да. Это не твое, это тебе не причитается. И когда вот это вот есть внутренняя нестыковка, вы съедаете энергию свою. Понятно, да? Поэтому вот в части энергетики врать себе это что? Дороже. Вот, вообще, если что-то тебе не причитается, ты его просто не трогаешь. Все. Бери, что плохо лежит. Да, слышали советское такое? Конечно. Мы все воспитаны в этом духе. Поэтому, а весь-то изнутри-то все равно говорит. Поэтому не позволяйте своей совести, ну там, вам что-то говорить. Вы все равно сами себя что? Накажете. По-любому. Дальше идем. Все, что есть в моей реальности, следующий постулат. Результат моего мышления. Это вообще интересный постулат. Сейчас его немножко я раскрою. Установок, убеждений, осознаваемых, неосознаваемых привычек и моделей поведения. Ну, теперь смотрите. Давайте вот по деньгам. Вот деньги очень ярко нам показывают наш результат. Ну, это вот такое цифровое выражение нашей жизни, можно так сказать. Цифровое выражение нашего чего? Наших установок и убеждений. Существует понятие нормы. Вот для кого-то нормально иметь 30 тысяч доход. А вот 300 тысяч, если вы будете иметь, ваше подсознание считает, что это ненормально. Понятно? И когда для вас 300 тысяч ненормально, как вы думаете, это появится в вашей реальности или нет? А 30 тысяч, вот вы каждый свой доход, представьте, пожалуйста, свой доход, ну, цифру себе скажите, про себя. Кто сколько получает в месяц? Для вас это привычно? Да. Очень привычно. Теперь раз в 100 увеличите. Это непривычно. Когда будет привычно, оно у вас появится. Вы поняли меня? А теперь вот и такую схемку сразу там. Как раз. Ну ладно, на это. Сразу вот эту норму сейчас посмотрим. Вот есть такая схемка, которую мне дала Наталья Бережнова. Это очень сильный энергопрактик. Кстати, ее можно было тоже закупить. У вас есть место силы, да? Есть. Где есть место силы? Ленские столбы у нас. Сата. Еще Планируем. Нет. в Кигелях. Место силы реальной. Земля такая, что... Есть. Потом. Есть. Где это? Много у нас сил. Горы Киселя. Так, поехали. Вот есть люди, которые живут на 20 тысяч. Есть в месяц? Да. Есть люди, которые на 40 тысяч, на 80 тысяч, на 160 тысяч, 320 тысяч, В 2 раза больше всего. 640, 1 280, на 2 миллиона, там, не знаю, 500. Это в месяц. Люди все разные, живут на разные суммы денег, так? Теперь, оказывается, поток изобилия, который падает на нас всех, он одинаковый. Но просто вот у этого человека вот такая емкость. Вот там камера. Вот у этого человека вот такая. Вот у
у этого вот такая. То есть каждый ходит со своим сосудом по жизни. Кто-то с рюмочкой 100-граммовой, кто-то с бадьей, кто-то с миской. А потом придет какой? У всех одинаково. Первое, с чего я начала? Есть продукт, шикарный бизнес-план, есть система продвижения, но все люди зарабатывают По-разному. потому что у каждого своя Емкость. емкость. Теперь интересно узнать, а по что у меня такая емкость? По что у меня вот такая емкость? 80 тысяч, но думаю, что это нормально. Мало. Ну хорошо, пусть будет хорошо. А почему у меня не 320 и не 640? Что мешает? Вот, чтобы развиваться, да, друзья мои, я вам скажу очень такой сейчас момент. Когда вы общими фразами, не понимая под этим значение говорите, а что мешает? Ну, мышление. А что такое мышление? Когда вы так говорите, вы развиваться не будете. Когда вы под каждым своим словом начинаете понимать, что такое, да, тогда вы начинаете продвигаться вперед. Поэтому я всегда на своих тренингах разбираем, что такое уважение, спрашиваю. Ой, говорят, что попало. Это принятие, это вот это. Тогда мы начинаем разбирать обратными антонимами. Когда антоним объясняешь, иногда слово понимаешь, значение его слова. Что значит «я тебя уважаю» или «я тебя не уважаю». Понятно, да? Поэтому стараемся что делать? Не просто говорить общие фразы, а понимать, что ты под этим подразумеваешь. Это вот мой такой очень такой совет, потому что вот это мне очень сильно помогло двигаться вперед. Понятно, да? Теперь, вот есть вот это крестики, что я нарисовала? Это же как будто бы мешает, да? Закрытые возможности. А как вы думаете, что это? Блоки. Блоки. А блоки что это? Установки убеждений. Установки. Это ваши подсознательные убеждения, которые не осознаются вообще. А когда вы начинаете понимать, у меня есть некие запреты подсознания к деньгам, и получается, я сама себе запретила. И вопрос, а как мне этот вот запрет убрать самой в себе? Вот и все. И вот когда начинается работа такая над собой, вы начинаете расширяться. Теперь сразу свяжем вот эту табличку с понятием принятия. Есть такое выражение, вот деньги – это энергия. И если деньги тебе не идут, значит ты их не принимаешь. Все, поняли, да? Если деньги тебе не идут, значит ты их не принимаешь. Теперь вопрос возникает, как научиться их принимать. Как же научиться их принимать? Для этого мы будем разбирать, что такое принятие вообще. Как принимать события, как принимать людей. Когда вы начинаете принимать людей, значит, вы начинаете принимать все, в том числе деньги. Понятно? С принятием будем сейчас тоже работать. Так, вывод по этой табличке какой? Снять блоки. У каждого есть своя емкость. Каждый И свое. чтобы принимать больше, мне надо расширяться. А как это расширяться? Это надо научиться Мать. принимать мужа, принимать ребенка, принимать себя, принимать коллегу, принимать партнеров. Понятно, да? А теперь как это вы будете принимать? Методика я скажу. Понятно?
Все, вот эту схемку убираю. Я когда увидела эту схемку,